Здравствуйте! В эфире телерадиокомпании ГРТ новый выпуск программы «Один день с». Меня зовут Ирина Кара, и сегодня весь свой рабочий день я проведу в Камрадском краеведческом музее. И познакомлю вас с человеком, который большой отрезок жизненного пути работает в этом музее, является заведующим хранилищем Камрадского государственного музея, отвечает за самые интересные экспонаты. Этим героем станет Георгий Васильевич Тукан. Георгий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень вам благодарны за то, что вы разрешили нам сегодня провести целый день вместе с вами. Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста, помните ли тот момент, когда вы впервые переступили порог Камрадского музея и стали здесь работать? Да, это была встреча с нынешним нашим директором Вячеславом Анатольевичем Мариновым, который предложил мне работать. Я вначале как-то немножко засомневался, подумал я, где-то месяц не спешил на работу, но потом решился. И я считаю, что это моя как бы стихия, это мое призвание, потому что ценить надо наших предков, то, что они нам оставили, которые мы унаследовали. Мы должны их беречь, пополнять фонды и стараться передать молодому поколению все знания, все наши национальные традиции, все наши этнографическую культуру, наш язык, нашу, скажем так, национальную кухню, скажем так, тоже, которая очень интересна. И хотелось бы, чтобы это не забывалось и чтобы оно сохранялось. Поэтому мы должны, вот как старшее поколение, все передавать молодому поколению. Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста, а если вот исчислять это в годах, сколько лет вы уже здесь находитесь? Ну, я работаю уже 4-й год, хотя до этого тоже был связан с культурой, с музыкой. Я даже когда-то играл, музыкантом был когда-то. На каком инструменте? Ну, эстрадный ансамбль, значит, я участвовал, мы занимали первые места. Как называется этот ансамбль? Ну, значит, ансамбль, он был, начинался с Дом культуры «Кангашик». После нашего, значит, скажем, успеха Дом культуры была возведена, ну, Дворец культуры в селе Кангашик. Ну, сейчас, конечно, уже не та молодость. Сейчас я музыку люблю. Вы, наверное, говорите о том ансамбле, который был под предводительством Киарогла, да? Да, Федор Михайлович Киарогл. Значит, сейчас есть и коллектив, значит, женский коллектив, значит, ну, продолжает деятельность. Ну, время берет свое. Федор Михайлович уже в таком возрасте преклонном. Ну и да, и я не молодой уже. Но молодость помним. Но зато энергии у вас предостаточно, да, как и у директора этого музея, у Владислава Анатольевича. А вы знаете ли вы что-нибудь о истории создания этого музея? Насколько я помню, он был открыт 14 февраля в 1964 или 69 году, значит, я ошибаюсь, читой Мариновых, да? Да, семья Мариновых, Анна Федоровна Маринова и Анатолий Александрович. Он как семейная чета, но и сейчас продолжается как бы тоже как семейный подряд, скажем, потому что Вячеслав Анатольевич продолжает. Да, сын продолжает дело отца. И, насколько я знаю, читала об истории создания, первыми экспонатами были их личные вещи, личный такой домашний архив, который они сначала выставляли, потом он стал обогащаться. Конечно, более подробно и конкретно может рассказать сам Вячеслав Анатольевич, но я знаю, что это были люди, которые были большие энтузиасты, они ходили по всем селам
автономии, собирали экспонаты очень длительное время, более 50 лет. И есть такие экспонаты, которые ни в одном музее нет, кроме как у нас. Мы можем их перечислить, какие это экспонаты? Ну, например, скажу, что у нас есть большой набор экспонатов декоративно-прикладного искусства. Более 2500. У нас есть экспонаты этнографической одежды. У нас очень много экспонатов керамики. Георгий Васильевич, я хочу предложить вам пройтись по музею, и вы нас немножко, и наших телезрителей, ознакомите с выставкой, расскажете, может быть, что-нибудь интересное, нам что-то новое, то, что мы не знаем. Если можно, как называется этот зал, Георгий Васильевич? Мы находимся, значит, в сельскохозяйственном зале, где представлены экспонаты наших предков. Они занимались в основном сельским хозяйством и животноводством. Один из уникальных таких предметов могу показать вот на этот стенд. Это прототип нашего комбайна. Но в то время, значит, после сбора урожая, значит, делали харман. Это во дворе делали площадку ровную и, значит, теребили зерно из снопов. Сюда привязывалась лошадка, значит, этот тяжелый камень, который раздавливал колосья, а вторая лошадка привязывалась вот к этой доске. Вот. Здесь садился наездник, скажем так, как управлял человек лошадью, и с помощью вот таких очень острых камней разрезалась солома, и таким образом разделялась Зерна от плевел. зерна от плева. А дальше следующий этап был это вот эта доска, ну, как скажем, так скажем, сито, которое было изготовлено из коровьей шкуры. Это не металлическое. Таким образом, она не травмировала зерно, просеивалось зерно, отделялось от плевы. Дальше, значит, солому убирали с этими гравием, вилами в сторону, тоже использовали для животных на корм. А зерно шло уже дальше на мельницу. И для того, чтобы знать количество зерна, которое сдано на обработку в муке, значит, и измеряли вот этот предмет кофе, она называется, который имеет 16 килограмм. Здесь наполнялось зерном и просто считали количество 1, 2, 3, сколько. И таким образом знали количество зерна, которое нужно обработать. Георгий Васильевич, а как работала маслобойка ручная? Вот мы ее видим рядом. Да, значит, таким образом, значит, наши предки имели коров, как и сейчас, значит, делали сливочное масло. Сюда наливали либо молоко, либо сливки. И с помощью вот таких вращательных движений, значит, происходило, значит, взбалтывание жира, жир всплывал, потом это масло под холодной водой промывалось, чтобы осталось чистое масло. И вот получалось крестьянское масло, чистое крестьянское масло. Пройдемте дальше. Давайте. Значит, вот могу обратить внимание вот на такой экспонат. Это сеялка, да? Сеялка, совершенно верно. Значит, эта сеялка, вот здесь ставится зерно, сыпятся семена. Семена или зерна, да? Да, семена подсолнуха или кукурузы. Устанавливается расстояние между семенами, чтобы было сантиметров 40-50. Здесь привязывалась лошадка, делается борозда. Колесо это шло по борозде, а то шло по ровному полю. Поэтому одно больше, другое меньше. Да, потому что глубже. Да, понятно. Это, да. И вот равномерно, значит, пунктирно просевалось, значит, зерно для того, чтобы можно было потом прошивать, культивировать, обрабатывать. Но таким образом пропашные культуры засевались. Георгий Васильевич, возникает такой вопрос. Вы являетесь заведующим
человеком, который хранит все эти экспонаты, который ответственный за то, чтобы они сохранились, ответственный за то, чтобы до наших потомков, до наших детей они дошли в хорошем состоянии, сохранились. Вот каким образом происходит момент сохранения этих экспонатов? То есть, наверное, они как-то обрабатываются, Совершенно они верно. осматриваются. Расскажите, пожалуйста, потому что Совершенно на самом деле это очень интересно. Значит, 2 раза в год мы проводим санитарные обработки. Как раз это было буквально 2 недели назад. Значит, мы экспонаты обрабатываем в хранилищах, открываем, разворачиваем ее, значит, обрабатываем, складываем также на свое место. Ведется какая-то запись о состоянии их, да? Обязательно ведется учет. Те предметы, которые деревянные, мы их консервируем. Значит, если, например, это может быть и известь, самое это, может быть, чуть-чуть смешиваем там и какой-то препарат химический, чтобы чуть-чуть это самое, чтобы нейтрализовать это самое. Металлические изделия обрабатываем специальным веретенным маслом. Антиржавчина. Антиржавчина, это самое. Ну, у нас много есть. У нас есть и керамика, у нас есть и оружие, доспехи, и ордена, медали. Ну, много всяких экспонатов. Более 87 тысяч экспонатов. В нашем музее региональный, самый крупный. Поэтому приходится, значит, и обрабатывать их, чтобы их сохранить и оставить молодому поколению следующему. Спасибо вам, Георгий Васильевич, за эту работу. Уважаемые телезрители, а мы хотим еще отметить, что в Камрадском краеведческом музее есть так называемая тайная комната, где хранятся особенные экземпляры. К сожалению, в момент съемки на сегодняшний день доступа туда нет, но у нас есть архивные кадры, где в прошлом году Георгий Васильевич нам кое-что секретное показывал, и я предлагаю вашему вниманию вместе с нами вернуться в то время и посмотреть, что же хранится в этой тайной комнате. Сегодня наша телекомпания впервые побывает в хранилище, в фонде Камрадского краеведческого музея, где хранятся особенные экспонаты. И наши телезрители увидят это тоже впервые. Папка, значит, это платок Суворова. Значит, Это письмо из Измайловского музея, это значит, они вам передали этот Да, экспонат, да, как я да. понимаю, да? да, значит, платок Суворова, значит, вот я открываю. Это очень ценная вещь. Значит, мы ее очень бережем. Она идет вот под номерами. И свои идут. И хочу его, может, открыть. Я могу вам помочь? Да. Просто Открыть ее. мне настолько волнительно, что даже я боюсь это трогать. Да. С особым трепетом я сейчас покажу нашим телезрителям, Вот. чтобы они это увидели впервые. И повернуть её можно. Такой прекрасный платок. Если его вот так перевернуть, то мы увидим... С той стороны. Вот так. Ага, да, вот здесь, конечно, напечатано больше. Самого Суворова, который несется на коне, а за ним его войско. Тайный шкаф, где хранятся кителя, одежда, фуражки воинов Великой Отечественной войны, а также Балтийского флота. Да, я вижу здесь обозначение. Тельняшки. Посмотрите, какая красивая форма. Смотрите на воина советской армии. Смотрите, все здесь Офицерская. сохранилось, хранится. Я даже вижу пилотки, фуражки. Так, а на этом кителе получается очень много значков. И судя по ним, можно понять, что носил эту форму воин-спортсмен, который имел 3-й разряд, насколько я знаю. Также он был отличником советской армии. Да? Здесь еще смотрю, получается, съезд КПСС, 25-й съезд КПСС был участником. Все здесь очень бережно хранится, с большим уважением, любовью и трепетом. Проходите, пожалуйста. Дорогие телезрители программы «Гагаузия Гюнгюндан», мы напросились
в хранилище Камрадского краеведческого музея, хотели посмотреть платок Суворова, но в преддверии праздника и в предпраздничном настроении заведующий хранилищем Тукан Георгий Васильевич решил показать нам еще какие секретные и очень интересные экспонаты хранятся в стенах нашего музея. Иконы тоже очень старинные. Я вижу, это «Тайная вечеря». Да. Здесь Божия Матерь, Дева Мария с младенцем. Можете впереди, кстати. Посмотрите, здесь тоже какая чеканка старенькая. Сейчас я аккуратненько сдвину эту икону, и мы посмотрим с вами на следующую. Да, вот так. Да, я стараюсь очень аккуратно. Я так думаю, что это Георгий Победоносец. Совершенно верно. Картина немного... Очень старинно. Да, это какой приблизительно год? Ой, это, наверное, где-то... А на этой картине все святые, Да, это, скорее всего, Рождество Христово. да, совершенно. Поскольку я вижу здесь звезда, появилась первая звезда, которая всем оповестила и символизировала рождение Иисуса Христа. У нас стенд, наши все башканы, у нас есть специальный большой передвижной стенд, где мы показываем всех наших руководителей. Мы их помним, чтим. Каждый из них внес свою лепту в наш город, в нашу автономию. Ну, очень, как говорится, такое, моего мнения, очень хорошее было у меня впечатление от всех башканов. Но особенно Табочий Георгий Дмитриевич, здесь, вот если вы обратите внимание, здесь значит, заложение камня, первого камня, фундамента, значит, это президент Турции Демирель, это Сулейман Демирель, это Лучинский, Петр Кириллович Лучинский. И Георгий Дмитриевич Табочик, они закладывают первый камень для того, чтобы у нас была хорошая питьевая вода. Которой мы сейчас и по сей день пользуемся, да, Георгий Васильевич? Это зона Чекмайдан, 18 километров от города, где, значит, была оказана материальная помощь Турецкой Республикой для нашей автономии. И мы сегодня имеем прекрасную питьевую воду. Да, значит, ну, много можно говорить, там и Крайтор, бывший башкан наш тут. Дмитрий Васильевич, Дмитрий да? Васильевич, да. И Формузал. Да, много говорить, потому что их... А на этих кадрах я даже вижу Михаила Васильевича Кендигелян, который идет рядом с Дмитрием Васильевичем Кройтером. Рядом идет, по-моему, Константин Петрович Таушанджи. Николай Макарович Стоянов. Это, наверное, возложение цветов к памятнику освобождения. Да, значит, у нас тоже... Ну, хорошая у вас такая база, которая напоминает нам о том, как жила гагаузская автономия от начала создания Гагаузской республики и по сей день, по нынешнее время. Топал Степан Михайлович. Да, Топал Степан Михайлович – это первый президент наш. Первый президент нашей республики, и о нем можно говорить и говорить. Возможно, снять новую программу и посвятить ее именно им. Я вижу удостоверение Михаила Васильевича Кендигеляна, и хочу попросить оператора, чтобы он показал эти фотографии. Да. Это выступление Михаила Васильевича Кендигеляна на митинге в Камрате. На тот момент он был председателем Президиума Верховного Совета Гагаузской Республики и один из организаторов и руководителей народного движения Гагаузхалкы, депутат Верховного съезда Молдавской СССР. 1990 год, на секундочку, довольно-таки большой отрезок времени прошел, 33 года в этом году исполнится. Но Михаил Васильевич, я думаю, будет рад посмотреть эти кадры и узнать, что все, что он сделал для нас, для гагаузов, непременно хранится, и все есть. Храним и будем молодому поколению все это передавать, рассказывать. У нас ежегодно приходит много детей со школ, с лицеев. Доходит и по 200 и 300 детей.
Дети интересуются, вот подрастающее поколение, Совершенно есть у него тот патриотизм, который был у того поколения, которое передали нам сейчас на данный момент эти экспонаты, остались фотографии от того, что происходило, тогда мы имеем что вспомнить, имеем свою историю. Дети интересуются этим? Учащиеся лицеев, школ, они очень интересуются, и им очень нравится посещение нашего музея. Они после этого, придя уже в класс, пишут сочинения про нашу автономию, пишут ну, по нашим рассказам, по нашим очевидцам, значит, они все это уже как бы наследуют. И очень даже интересуется нашей автономией. Георгий Васильевич, не могу не спросить о мегафоне, Ага. который красуется на стене. Да. Чей этот мегафон, кому он принадлежит? Я так смею предположить, что это Леонид Федорович Добров. Да, да. Наверное, да? Это тот знаменитый мегафон, рупор. Рупор, который ходил по всем махалам, по всем улицам и организовывал сбор людей на площади, на митинги, призывал людей к объединению возле народного движения «Голос халкы». И вот Леонид Федорович сделал нам такой подарок, подарил, вот мы его храним так. Вы сами под воздействием той информации, которая исходила из этого рупора, посещали митинги, посещали собрания? Совершенно, да, верно. Вы заметили, что настолько было патриотизма в людях, что залы переполнялись. Дом культуры, вот я бывал там. Вот это так называемый Бликичерь, по-молдавски пока Самаре, это приданные, которые молодая невеста готовилась с раннего возраста, с 15 лет, с мамой вдвоем, вручную, вечерами ткали, вышивали, дорожки разные настенные, значит, разные вот эти, как подолы для диванов, значит, ну, на подушки вот эти, на перины. Перины, да. Да. Это Сундук мы видим, где хранились все эти это личные вещи. вещи, да. Ну и, конечно же, без софраджик, без софра, без знаменитого стола, да, у которого три ножки. Да, трехногая софра, значит, здесь маленькие стульчики размещались, до 6 человек могло помещаться легко, а то и больше, значит, за этим столиком. Конечно, не было у каждого своя посуда, значит, была одна общая тарелка такая, ну, чаун, скажем, и оттуда, значит, дети Макали. Макали, да, оттуда все эти самые. И так Без мы такой так комнаты, выросли. Георгий Васильевич, без такой комнаты, стоит отметить, не обходилась ни один гагаузский дом, ни одна гагаузская семья. Это было достоянием. В этой комнате был своего рода музей, где все это хранилось, иногда перебиралось, протиралось, но ни в коем случае Там эта есть. комната для жилья не приспособлена была, да? Она была верно. своего рода музеем каждой семьи, да? Совершенно верно. Она была всегда очень опрятная, чистая, ухоженная. Георгий Васильевич, я так понимаю, что в этом зале флоры и фауны представлены экспонаты тех животных, той фауны и той флоры, которая представлена у нас в автономии нашего, которая соответствует нашему региону. Ну Есть, вот это та живность, которая у нас обитает. А как вы за ней ухаживаете? Вот хочется спросить, потому что все-таки вы ответственны за то, чтобы эти экспонаты сохранились? Значит, обязательно мы их обрабатываем 2 раза в год, как я сказал. Значит, обязательно делаем это где-то в начале лета, до наступления высоких температур, и в конце уже, где-то уже осенью, сентябрь, август, в эти месяцы. Значит, эти экспонаты, если вы обратили внимание, это натуральные дикие кабаны нашей местности. Их изготовили в Санкт-Петербурге. Их изготовили в Санкт-Петербурге. Значит, это есть более десятки лет. И вот они в таком хорошем состоянии. Я могу сказать, даже это, наверное, больше 15 лет.
Вот. И, А те, Георгий Васильевич, насколько я знаю, экспонаты передала вам чита Бондаренко, да? да, совершенно верно. У нас есть меценат Виталий Бондаренко, который является большим нашим другом нашего музея. Значит, он охотник. Вот, и он рассказывал, что вот эти экспонаты, вот как орел, золотой орел называется, он сам его и подстрелил. Хотя не хотел подстрелить, но так получилось, что он стоял в засаде, как охотник, и он охотится на утку, на дикую утку. Но этот орел залетал и, ну как, воровал у него эту утку. И так Хороший трофей, раза конечно. 3. Он говорит, 1 раз у меня украл, 2 раз украл с этих камышей. Ну, я 3-й раз уже разозлился, и, конечно, короче, нехорошо, но пришлось, это самое, как говорится, вместе с уткой застрелить. Вот он подарил нам вот камышовый кот, вот этот такой. Это тоже его трофей, тоже да? Его, да. Большая редкость на самом деле для нас, да. Значит, ну, он ездит и много есть по России ездит он. Ну, много, вот это все, куропатки, там много чего он нам дал. Но самый оригинальный экспонат, вот голова вот этого носорога. Череп ископаемого носорога. Уважаемые телезрители, я хочу отметить, что именно с Теодором Абаде, сотрудником, известным палеонтологом, научным сотрудником Института зоологии Академии наук Республики Молдовы, я тоже беседовала, мне удалось с ним поговорить, замечательный, очень интересный человек, который занимался оформлением, да, у нас этого экспоната, да. Он его обрабатывал. Теодор Абаде, еще раз я хочу отметить для наших телезрителей. Расскажите, пожалуйста, где он был найден? Тоже, насколько я знаю, не без помощи читы Бондаренко. Бондаренко, совершенно верно. Значит, супруга Виталия Бондаренко нам подарила этот экспонат. Этот экспонат был найден в зоне ихнего села. И что интересно, что по историческим данным на нашей территории был очень теплый климат, и так называемое находилось Сарматское море. И поэтому эти носороги жили вот в таком теплом климате. Но это где-то было 3,5-4 миллиона лет назад. Вот поэтому вот этот профессор, он был у нас буквально на той неделе здесь, тоже занимался измерял тут. Он сейчас что-то еще снова обнаружил в районе винзавода. Очень интересный палеонтолог, интересно, да. Поэтому он у нас работал вот в нашем зале, видно, как он кто-то обрабатывает этот, значит, череп головы динозавра, этого носорога. Это ценный экспонат. Очень ценный экспонат, редкий. Но для его обработки будет сам приезжать к вам Теодор Абаде, или вы тоже помогаете ему? Совершенно верно, да. Он приходит и консервирует его, обрабатывает, дезинфицирует. Георгий Васильевич, откуда вообще у вас любовь вот к этому музейному труду? Да. Насколько я знаю, у вас папа был знаменитым гончаром. Наверное, вот это все-таки любовь к глине, к чему-то тому, что сделано своими руками. Совершенно верно. Оттуда идет все же. Да, вы знаете, я, значит, уже не молодой человек, значит, и слышал от отца очень, значит, старинные выражения, слова на гагаузском языке, которые я даже как бы и не понимал их, не придавал даже значения им. Папа мне как-то рассказывал, что наши предки, которые к нам сюда переместились в Джакскую степь, они выходцы из Алтайского края. И вот у них, значит, есть такие так называемые архонские раскопки, где написан и алфавит, и рисунки диких животных, и как счет, как расписывался счет. Гордитесь вы своей профессией, Георгий Васильевич? Мне очень нравится. Я как бы нахожусь в своей стихии. Мне просто от родителей это все, и одежда этнографическая, это все я тут приносил. Васильевич, я благодарю вас за то, что вы
большой отрезок времени своего рабочего дня уделили нашей телерадиокомпании. Мы постарались для наших телезрителей показать все сокровищницы, которые есть в Камрадском государственном краеведческом музее. Сегодня нашим героем был Георгий Васильевич Тукан, заведующий хранилищем этого музея. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Это была программа «Один день С».